Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее интересных для страны темах и приглашаем интересных собеседников. Сегодня собеседник у нас невероятно интересный и для меня лично интересный. Это Виктор Бабаренко, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики. Но это титул, он остался прежний, да? Так точно. Так точно. Вот. Но самое главное, что Виктор почти 4 года назад, а именно в декабре 2015 года, прямым текстом написал в издании «Украинская правда», что президентом Украины будет Владимир Зеленский. Тогда, когда об этом никто не думал, в том числе, мне кажется, и сам Зеленский. А давайте напомним вам эту статью, ну а дальше мы будем знакомиться с Виктором и спрашивать, как он дошел до мысли такой. Давайте начнем. Давайте. Давайте. Чому наступним президентом стане Зеленський? То що тепер? Відіграє Володимир Зеленський 3 сезони «Слуги народу», створить партію, скаже, що тепер буде як у кіно. Покажуть з десяток нових облич, бо старі вже у Шустера примелькалися. Буде нова картинка. Тексти вже заучені в серіалі, придумувати нічого не треба. Сценаристів серіалу у креативний департамент штабу. Грошей у Коломойського на нашу відповідь Чемберлену є. І тут іще і справа честі поквитатися. І маємо нового президента. Вот такой прогноз, убивающий просто своей истинностью, своей действительностью сейчас, был дан Виктором 4 почти года назад. И вот мы сейчас пообщались с Виктором за чашкой чая и перешли на «ты» даже по-человечески, но я специально ничего не спрашивал про отношение даже к Зеленскому, к этому прогнозу. Я интервью ваше не смотрел, Виктор, вообще ни одного. Тоже хочу начать с нуля, и в данном случае 0 это я, потому что мне интересно узнать и про вас все, и про ваш прогноз. Начнем немножко с такого вопроса, почему вы дали такой прогноз, а рады ли вы тому, что он сбылся, например? Абсолютно не рад, но так мало бути. По-любому так мало бути, тому що, по-русски, если Зеленский был сначала инструментом политики, да, и ясно было с первых же номеров «Квартала 95», когда он вышел, там, 2005-2006 год, что это инструмент умножения всего украинского политикума на 0. То есть все было просто. Мы через стёб, вот еще дедушка Ленин говорил, что булыжник – оружие пролетариата. Да? В 21 веке не надо никого убивать, как президента Кеннеди или там кого-то. Политических оппонентов можно помножить на 0, сделав их смешными. Сделать их, там, показать, что они это песочница какая-то, да? Показать, что это, ничто. Вот. И, собственно, «Квартал» был тем инструментом, понятно, что кто-то заказывал музыку, кто-то говорил сценаристам, что писать, и талантливо и хорошо «Квартал» умножил весь украинский политикум на 0. В том числе и умножал на 0 и членов семей, и всех. Виктор, когда на 0 умножают всех, это трудно назвать заказом. Но за свою историю «Квартал» я, конечно, так внимательно это не смотрел, но мне кажется, они высмеивали всех. Они высмеивали всех, но можно же высмеивать кого-то, что он останется добрым и пушистым, а кого-то показывать, нелицеприятно, да? Вот. И таким образом как бы уничтожалось все. То есть они поначалу были инструментом, они не были субъектом политики. Но когда я увидел первую же серию, первую, вторую, допустим, сериала «Слуги народа», я понял, что запускается новая технология. И новая технология, основанная на простых, понятных всем смыслах. Да? То есть чего хотят люди? Хоть здесь, хоть в Польше, хоть в Америке. Они хотят порядочного руководителя. Причем руководителя от заведующего отделения в больнице, директора школы, президента страны, неважно уровень руководителя, важно, чтобы он был порядочный. Да? И мы знаем с вами, что надо для руководителя. Если спросить других руководителей, что надо для того, Айдар, чтобы быть успешным. Надо там, вам же скажут там где-то в Академії державного управління, що вам скажуть, що потрібно стратегічне мислення, вміння підбирати, розставляти кадри, комунікативність, професійність, ля-ля-ля-ля-ля-ля і порядність.
А тут взяли только одно, но главное для простых людей. Простой человек хочет порядочного руководителя, чтобы не унижал, чтобы с премией там все было нормально. Такая, вот чтобы не пил, не курил, и цветы всегда, да. То есть маркеры, да, как вот у женщины, маркер, по которому нужен, совершенно верно, я вас благодарю. То есть у женщины есть маркер или другой, а я люблю военных, красивых, здоровенных. Да, вот уже два разных маркера по выбору мужика. Так же точно простые люди выбирают, а какой должен быть руководитель. Нам фиолетово, стратег, он тактик, умеет подбирать кадры и нет. Главное, чтобы был порядочный. И нам сказали, вот возьмите, вот он, вот. И нам Владимир Александрович, тогда еще Голобородько он был, он сыграл, он нам показал, каким должен быть президент. И мы его купили. Я хочу перезадать вопрос, который я начал. Все-таки почему вы, я специально не спрашивал, вот пока мы чай пили до эфира, за вы Зеленского или против, я этого не знал совершенно. Почему конкретно вы не рады, что президентом стал Зеленский? Мне очень не нравится, что мой народ, в принципе, сделали дураками и им сманипулировали. Возможно, Владимир Александрович и хороший, чудесный человек. Я даже верю, что он хочет быть успешным президентом. И тут у нас совпадают интересы с ним. Я хочу, чтобы мой президент Украины был успешным, потому что будет успешная Украина. То есть я ему желаю только хорошего. Так уж случилось, да? Когда он стал президентом. Когда он не был президентом, я не был за него, и исключительно потому, что я его не знаю, но то, что они используют людей и подсовывают им картинку вместо реальности, мне это не нравится. Ну, я скажу, что не знаю вас, я совершенно с вами солидарен, потому что просто тут дело не в Зеленском. Само понятие того, что людей можно вот так повести, что-то им объяснить, даже через кино. Но тут, отдавая должное Зеленскому и его команде, вот пиаровской команде, там, команде политтехнологов, нужно сказать, что и вот мы критикуем там украинцев, что они выбирали вслепую, не зная человека. Слушайте, Макрона тоже никто практически не знал. Трампа знали как телевизионного деятеля и авантюриста. Да, то, что мы говорим, что сейчас модные несистемные политики, да, и мы живем уже в эпоху постправды, когда, по сути дела, ну вот я рассказываю студентам как, что, смотрите, есть вот НЛП, нейролингвистическое программирование, есть такое понятие «карта не территория». То есть есть Украина и есть мир, да. Вот Украина, она сама по себе. Есть я, нет меня, живем мы, до нас была Украина, после нас будет Украина, да. Вот. Но у каждого у нас свое видение, своя карта Украины. И мы также в школьном кабинете есть карта Украины, там ландшафтов, есть административная, есть карта почв, карта рек, там еще. То есть в кабинете географии 15 разных карт. В кабинете истории еще 15 разных карт. Украина. 17-е сторичье, 19-е, 20-е, все разные. Но везде Украина. Сейчас вам покажут Украина с Крымом или Украина без Крыма. И вот каждый представляет себе Украину, она, между тем, вне нашего представления. И наше представление, это лишь мы видим карту об Украине. Вот, и на этом ловят. И нам подсовывают свою карту. Ну, то есть, смотрите, вот она настоящая. И нам подсовывают картинку, в которую мы поверили. И поэтому для всех были разные месседжи. Они до сих пор разные, да. Бумс, Дубинский заявит одно, там Разумков совершенно противоположное. И противоположные части электората услышали кто что должен вот, кстати, услышать. Про Дубинского и прочих таких эпатажных людей, типа там Бужанский еще какой-то есть и так Дубинский, далее. да, это тоже Бужанский, это тоже технология. Зачем нужны плохие парни партии «Слуга народа»? Обязательно нужны плохие парни, чтобы потом Разумков и Стефанчук сказали, ну, вы понимаете, в семье, ну, дальше продолжение знаем. Вот, но их же выбрали люди, вот Дубинский. Это чтобы вся политическая жизнь проходила внутри одной партии. Чтобы там или были и плохие, и хорошие. Я предполагаю тогда. И центр внимания была эта партия. Это технология. Причем Дубинский может не знать, что он часть технологий. Он может думать, что интерес там, да. Ну, просто безбашенного человека уже с запрограммированными взглядами взяли. Ну, мне кажется, он достаточно расчетливый для себя это выглядит. А может быть и закомплексованный, потому что носить бороду, ругаться матом,
матом это еще не значит быть мачо. Но тем не менее взяли такого косящего под мачо чудака, вот, который есть громоотводом. У Януковича такими были, ну, в первую очередь табачник, да, и те же КВНщики, там, зустрів табачника, дай ему підсрачника, да, там, это самое скромное, это 95-й квартал. Вот, потом были Ефремов, ну, Шуфрич. Кто из патриотов не хотел дать... То есть такие громоотводы для общественного Да, мнения. и вот был табачник, а за его спиной на него все, весь негатив там льется, он же бандерофоб, украинофоб, и все патриоты на него накинулись, а тут Арбузов, семья, Саша Янукович, все делают свой гешефт, все свой бизнес, и все довольны. Вот. А громоотвод есть. И у «Слуг народа» вот будет несколько, ну, в первую очередь, у нас 2 уже обозначилось, будет еще 3-4, будет кто-то, может быть, правого фланга, который будет говорить там, типа, ну, какие-то эпатажные вещи для русскоязычной части, там, типа, ай, ну, чтобы было на крайних спектрах. Вот. А кто-то в это время будет делать, ну, то, что должен делать. Я напомню, но теперь все уже поняли, кто у нас в эфире. Я без шуток говорю гигант мысли, потому что это не украинская демократия. Нет, на самом деле, вы знаете, много политологов тут всяких ходит, политических экспертов. В принципе, я считаю, что нужно приглашать вот одного Виктора и только с ним все обсуждать, потому что не я, но я тогда еще вообще, так сказать, только полгода жил в Украине, но никто из украинских политологов, столичных, таких всех напомаженных, там, набриолинных в телестудиях, не знал больше о будущем, чем Виктор, который жил в Сумах тогда еще, сейчас и в Киеве, и в Сумах живет. Да. Но вы знаете, я вам скажу, что кто-то же просчитал эту технологию. То есть я в 2015 году догадался, что вот эта технология... Я хотел бы... Виктор, я хочу выяснить вопрос. Сейчас я, во-первых, напомню, что у нас есть телефоны, и это очень удобно Viber, потому что вы можете звонить вообще откуда угодно, хоть с Антарктиды. Плюс 38073-419-4158, а также в скайпе, где вы, собственно, лично, от слова лицо, можете задать вопрос нашему гостю. Это skype.atr.tv. А сейчас я, пользуясь случаем, задам вопрос. Вот все-таки что, на твой взгляд, было раньше? Яйцо или курица? Ты их натолкнул, может быть, на эту мысль тогда? Потому что заголовок был прямой, что Зеленский будет следующим президентом. По моей информации, я не претендую на то, что я там что-то знаю, да, тогда точно об этом никто впрямую не думал. Может быть, ты самый виноват, в кавычках, или там в этом все? Ну, тогда Владимир Александрович должен проставиться. Я не знаю, он еще не представлял, не приезжал в Сумы представлять нового губернатора. Ну, я не знаю, ну, я могу только сказать в эфире, что я предпочитаю, например, виски и пару ящиков, ну, хотя бы. Я шучу. Это шутка, но я думаю, что на самом деле кто-то это придумал. Я бы хотел знать, раньше кто это или позже, чем человек. ты? Нет, это кто-то придумал раньше, потому что сам квартал – это технология, но они были инструментом в чьих-то... Но тогда можно было, Виктор, можно было решать локальные вопросы. Грубо говоря, было. вот если даже принять за истину, что вообще 95-й квартал – это политический инструмент, но и что там все, допустим, можно было как-то регулировать, заказывать, хотя я тоже не уверен, сценаристы разные, люди разные, но может быть что-то можно было регулировать, да? Общая редакционная политика. Да, ну я всегда до конца в это не верю, что все можно регулировать, там много сценаристов. Совершенно согласен. Да. Ну, допустим, даже вот в отношении каких-то людей, там больше критики, меньше критики, в разные периоды достаточно большая история. И опять же, кто-то лично симпатичный больше, а кто-то конечно, я даже не про это. Вот, но тогда ведь точно, даже если взять это за истину, опять же, никто не знал, что вот именно Зеленский будет баллотироваться. Тем более тогда «Слуги народа» еще не было. Но когда ты писал эту статью, что Зеленский будет президентом, «Слуга народа» уже шел сериал, да? Да, я как раз написал после первых 2 серий. Первые 2 серии. Ну, я посмотрел, конечно, я не смотрел все серии, я смотрел кусочки, какие-то эпизоды. Я могу тебе сказать, что я даже вот перед выборами все-таки я не мог поверить в реальность происходящего, да, вот что я умом это понимал, но как-то все существо претило, что, ну, вот как люди могут выбрать просто киногероя даже, ну, так по разуму, да, даже человек, который, ну, хороший или, может быть, он очень хороший человек, но его никто не знал как человек, как политика, да, и вдруг люди делают такой выбор. И вот, честно говоря, даже люди из Москвы звонят и спрашивают. Да, вот мне написала
Зрительница из Москвы Марина, она спрашивает, спросите, пожалуйста, вот перед эфиром, спросите, пожалуйста, у Виктора, почему вдруг, вот что торкнуло, грубо говоря, почему в тот момент, еще 4 года почти назад, за 3,5 года до выборов, ты был абсолютно уверен в том, что победит Зеленский, и не сомневался ли ты на протяжении этого времени, что будет что-то не так, как ты сказал? Я вот все-таки сомневался, что Петр Алексеевич одумается и сделает какие-то шаги, чтобы этого не было. Тут для Зеленского звезды сошлись так, что его подали как абсолютно, как изюминку. Вот настоящий президент, вот такой он должен быть. Вот. И это было исследовано, я думаю, что это были фокус-группы, это проверилось на людях, как заходит, что заходит. Вот. Именно эпатаж заходит. И даже вот особенно вот один из лучших эпизодов, он во сне, конечно, но он заходит и расстреливает Верховную Раду. Но это лучший эпизод. Это лучший эпизод. И я думаю, что этот эпизод был вписан специально. Но другая сторона множила на ноль в то же время. Порошенко множил на ноль рейтинг Яценюка. Пока, вот как раз в то время, когда я написал статью, они съели Яценюка. Потом засыпали Львов мусором, доедали Самопомощь и Садового как конкурентов. А я, собственно, и говорил, что, ребята, вам уже с тылу зашли уже с этой, как его, Троцкого, с ледорубом, уже у вас за спиной уже с ледорубом стоит, уже над твоим рейтингом. Вот. И они не поняли, не догадались. Хотя, у меня была еще надежда, что, неужели мой народ так легко обмануть? Хотя, в принципе, наш народ ничем не лучше, и не хуже других. Да, я говорю, я особенно смеюсь, если говорят «мудрый украинский народ». Это всегда неправда по отношению к любому народу. Да. Виктор, у нас звонок. Да. И у нас звонок из оккупированного Крыма, как мне подсказывают. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Виктору Выбренко. Алло, добрый вечер. Добрый. Зовут меня Гульнара, я звоню из Симферополя. Вот я хотела спросить, если вы так можете предсказать, можете ли вы предсказать по поводу Крыма, когда мы выйдем из родной гавани, в кавычках так называемой, и вернемся домой? И какую технологию нужно придумать так, чтобы это было побыстрее? Да. Спасибо. У меня, я могу отвечать, да? Вы должны отвечать. Да, я думаю, что у меня нет сейчас хороших новостей. Во всяком случае, пока есть режим Путина, мы не сможем получить Крым обратно, вернуть его в родную гавань как раз. И это связано и с личностью Путина, и это связано с русской ментальностью, потому что если бы даже он хотел отдать, ему этого не простят, вот этого, скажем, пренебрежения имперским духом. То есть это тот случай, когда и верхи не могут, и низы не хотят, да, чтобы... И все понимают, что если станет жить хуже, и если будут проблемы у них с наполнением бюджета, что это санкции, что это... но они не захотят вернуть. И опять же, мы не знаем настоящих настроений крымчан. Ясное дело, что значительная часть хочет обратно в Украину, но... Сколько этих людей на самом деле? 5 лет уже там прожигают мозги, и уже те там, не знаю, Виктор, закончили школу. Смотря в какую сторону это еще действует. Потому что, я не знаю, ответил ли наш гость на ваш вопрос, Гульнара? А уже не на связи. Да, чтобы, як так кажуть, підсумувати, хороших новостей на сегодня нет, но в дальней перспективе, то есть, когда империя, она раз посыпалась в 91 году, откололись союзные республики, она, рано или поздно еще раз даст крен, и тогда можно будет, Крым вернуть. Но когда это будет не скоро. И самое хуже, что мы не знаем, какие на то время будут настроения.
Смотри, ну, во-первых, я подтверждаю, что вот Виктор даже ситуацию в России, ментальность российского избирателя, там, я не знаю, уже нет там избирателей, подданного, знает лучше, чем многие украинские политологи, которые несут всякую чушь, например, в эфирах про там, революцию, которая в России случится. Но там, во-первых, большинство народу поддерживает Путина до сих пор. Искренне. Да, искренне поддерживает. Но вот что касается Крыма, тут я позволю себе даже с таким пророком, как Виктор, поспорить, потому что ну, просто информацию доношу для размышлений, может быть, пригодится. Даже в момент так называемого референдума, еще тогда Мустафа Джемилев говорил про то, что голосовали примерно треть, 34-36%. Да, это понятно, что это не репрезентативно. Это подтверждается, у нас кадры есть на АТР, у нас вообще все задокументировано на нашем канале. Вот смотрите АТР, подписывайтесь на канал АТР в YouTube, где все эти ролики есть и все новости, все есть. Уже саморекламой я занимаюсь своего канала. Но на АТР вот есть эти кадры, где буквально за 10 минут там, до закрытия участков, а тогда еще типа они же демократию имитировали, и на этом так называемом референдуме там прозрачные урны стояли, все такое прочее, подходят, спрашивают у женщин, там, которые говорят, а сколько вы твои бюллетени выдали на 1500 штук там, или 1300. Камера переводит с этой женщины на урну, и там 300 бюллетеней лежит. Да? То есть Мустафа Джемилев уже тогда был прав. Да? Хотя русская пропаганда, она же черно и белым назовет, они поверят в это. Даже они Крым русский, Крым-Татарский назвали русским, и привет, значит, все, им внедрили это в голову. Но это еще не самое интересное. Но тут гостья сказала, какие технологии нужны для того, чтобы вернуть. Технология у нас должна быть одна. Если мы станем частью Европы, то во всяком случае у молодежи будет выбор, и интернет уже расширил границы, сделал мир более глобальным, и люди, которые будут видеть, что, скажем так, в Херсоне лучше, чем в Симферополе, то это будет шанс, большой шанс, что люди сами захотят. Ведь, разве у них кто-то спросит? Вот, Виктор, просто мне интересно. Нет, Крым наш, это однозначно, мы его вернем. Нет, я просто в ГДР тоже люди хотели в ФРГ, но пока танки не вывели, все правильно, да. Но я имею в виду, что по-любому, то есть Крым наш, это не обсуждается, это маркер. Это маркер для не только для политики, а для того, там, ну, для я еще хочу, знаете, договорить, что, знаешь, недавно, вот надо всегда следить за врагами, вот за крымнашистами. У них сейчас, те, которые в эпоху там, Крымской весны писали, что Путин, приди камни с неба и так далее, видать, эти камни начали падать на кого-то. И вот эти же блогеры... Приумолкли, Нет, не просто приумолкли. Они пишут прямым текстом, что в Крыму проукраинские настроения. Они пишут это в российских СМИ. Они говорят, Путин, царь, ты не видишь, что твои бояре творят. Ну вот это, знаешь, да, плохой царь хороший, бояре плохие, да, у них всегда так, да. А тут их начало нести, они начали проговариваться о том, что про украинские настроения в Крыму, что надоело тут Россия. Вот даже этим людям, которые желудком там думали, да, и пенсиями вот этим, что оказалось, что и той России-то нет, в кадре это показывали другое. И плюс я вот как вам, как политтехнолог, тоже скажу, что есть всегда жеронда, ну, то есть, грубо говоря, те люди, которые колеблются, да, между холодильником и телевизором. И есть люди, которые последовательно за Украину, и есть люди, ну, в основном это были военные пенсионеры, которые были последовательны, и они пока не умрут, они будут все равно частью России себя ощущать. То есть, есть два полюса. В первую очередь, я так думаю, что большинство крымско-татарского народа, и другая часть, ну, там, славянского населения, да, русские, украинцы и другие народы, которые смотрят в сторону Украины. Есть бывшие, ну, условно говоря, да, не будем обобщать, но обобщение тут в данном случае, чтобы показать тенденцию, да, бывшие военные, которые будут за Россию до конца, офицеры россияне, там, ла-ла-ла, вот эти все песенки. И есть люди, которые мечутся между холодильником и телевизором, да, которые помнят еще слова украинского гимна, которые хотят, чтобы их дети были успешными, а они видят, что в Симферополе они не будут такими успешными, как в Херсоне, в Киеве или где. Если мы эту тенденцию поддержим, если Украина будет успешной, люди сами, то есть вот это, скажем, часть людей, которые мечутся и не определилась еще, кто они русские или украинцы, они все-таки перейдут в нашу сторону, и мы Крым вернем в любом случае, когда это случится не скоро, но случится. Но хотелось бы, чтобы вхождение Крыма в Украину было добровольным.
Сложная политологическая конструкция, но попробуем об этом подумать. А сейчас перейдем к другой теме, к теме Дня независимости, который вызвал много там всяких разговоров, как его отмечали, как надо было, как отмечали и так далее. Но всем очень там запал в душу с разных сторон синхрон вот этот Зеленского, ну кусочек синхрона телевизионный такой жаргон, кусочек выступления Зеленского об оккупации Крыма и Донбасса. Сейчас послушаем, потом обсудим с Виктором. Сусід відібрав у вас 2 дітей. Першу дитину просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження, а потім кажуть, та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі, хто вам сказав, що це ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Вам кажуть, яка охорона? Там нікого немає. І ви чуєте, як ось тут, поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але ви не можете туди зайти. Ну вот такая очень метафоричная речь, по крайней мере, эта часть. И были уже претензии со стороны, что метафора метафорой, но президент Украины не назвал агрессора, ну, соседа этого не назвал по имени Россия или там хотя бы Путин, да. Но с другой стороны, метафора многим понравилась, потому что она очень сильная такая, то есть сильная в том, что как бы если ты говоришь, что ребенка украли, ты его, ну, априори не имеешь права бросить, это не развод с женой, там, не ссора с другом, там, ребенка нельзя бросать априори, точка, надо возвращать. Да. Вот ты еще сказал, что ты политтехнолог, я говорю, я специально биографии не изучал, но вот политтехнологически это правильно и с человеческой точки зрения, и с точки зрения президента Украины. Он правильно выразился таки метафорически, так или нет? Ну, скажу, что все, ну, вот говорят, ой, он сманипулировал, да, там. Но с точки зрения, ну, того же НЛП, любая коммуникация – это манипуляция. Ты еще спец по НЛП? Ну, такое. Любая коммуникация равно манипуляция. То есть, если мы общаемся, мы уже манипулируем друг другом. И тут самое главное, что такое хорошо, что такое плохо. И в данном случае, ну, респект сценаристам, тому, кто писал речь. А почему ты думаешь, что это не президент? Ну, не президентское это дело. Он красиво может исполнить. Ну, если это он сам и писал или хотя бы редактировал, то и ему можно поаплодировать. Хотя я думаю, что ну, кто-то работал над этим. Ну, пусть даже он, да, тогда молодец Владимир Александрович, потому что, да, кто-то скажет, что это манипуляция, но это ж хорошо зашло. Это заходит всегда хорошо, потому что аналогия, ну, вот, аналогия с детьми. Вот, потому что сразу же мужчины взбодрились, потому что надо защищать детей, да, потому что мы всегда на стороне, в данном случае, слабых и беззащитных. И это, ну, это однозначно зашло. Поэтому вот эта аллегория, это было, ну, однозначно классно для картинки. Хотя, с другой стороны, ну, собственно, это и была картинка. То есть все вот эти там 45 минут или сколько вот это действо длилось, это была картинка для людей, красивая картинка. Хорошая картинка. Вот. И альтернативный парад, да, который, где украинцы... Как раз хотел вопрос задать. Да, вот, где была самоорганизация, где был марш гідності, где был марш ветеранов, где показали Зеленскому, что есть сила, ну, мы понимаем, что есть картинка, то есть есть, а есть реальность. Вот она, настоящая Украина, с которой нужно считаться. А вот картинка, которую можно навязать тем, кто сидит у телевизора. Но ее можно навязать не всем. И это самый
главный месседж Зеленскому, я думаю, был. Не его месседж, а ему месседж. Ему месседж, да, что за флажки заходить нельзя, и что, да, у него поддержка избирателей есть, она значительная, но та часть пассионариев, пусть и небольшая, пусть это там будет 7-10%, да, но это пассионарии, которые прошли Майдан, которые воевали, и для которых главный императив «Украина понад усе». Вот 3 императива Майдана, моїх от лічних они, да, Україна понад усе, свобода ціни немає, гідність вища за життя. И если еще добавить этим людям умение критически мыслить, и они любую картинку не будут воспринимать. Они знают, они живут в реальности, а не в придуманном мире. Вот. И поэтому технологии это хорошо, картинка об Украине это хорошо, но реальность вот она такая. И тут бы я сказал, конечно, в данном случае, ну, может быть, громко говорить, що це було громадянське суспільство України, ну, скажем так, показал, ну, вершину креатива Зеленский, и вершину самоорганизации показала громадянское суспільство, ну, скажем, активная часть украинцев. У меня есть такая версия, Виктор, что вот все ругают, ну, многие ругают за вот эту попсу, которая там в перерывах гимна пела и читала рэп. Тем более там девушка была, по-моему, в России выступала в 2017 году и так далее. То есть персонаж с моральной точки зрения спорный, да, там вот этот концертмейстер, ну, видно, что он очень качественный, очень профессиональный, но с моральной точки зрения вот для такого именно там парада, да, марша, он спорный, да, я имею в виду официальную часть. Но мы говорим все-таки. А вот Украина, она же, на самом деле, очень разная. Извините, что я так долго говорю, но я хочу просто до конца довести свою мысль, что вот опрос был, гордитесь ли вы независимостью, да? И выяснилось, что почти все украинцы считают ее ценностью. Да. И это очень круто. Я не думал, что так много, да? Ну, подавляющее большинство украинцев считают ее ценностью. Но среди этих людей, которые считают независимость ценностью, наверное, есть те люди, которые готовы, грубо говоря, жизнь отдать. Ну, вот эти, условно, марш защитников Украины, да? А есть люди, для которых эта ценность такая, ну, она лайт, ценность лайт такая, да? Которая это шароваром не сватали. Ну да, сприймают там через музычку, через там веночек, через там что-то еще, да? И что вот до таких людей вот проще достучаться, я не знаю, певицей, чем-то еще, чем парадами. И что вот таким образом Зеленский, как бы он же и ветеранов наградил, и действующих военных наградил. Да. Очень хорошее было награждение, реально крутое, там, с представлением людей, там все как положено. Не загруженное там сильно какой-то официозом, не нудное. Потом вот такое шоу патриотическое, как раз для той части населения, которая тоже считает Украину ценностью, но она, может быть, не видит войны, да, как та часть, которая была после, да. Но, может быть, он правильно делает, что он так сшивает страну, давая и тем, как бы, вот, повод по-своему быть патриотом. Это только в краткосрочной перспективе, потому что мы понимаем, что я называю, вот я говорю студентам, это середовище выховывает, среда воспитывает. Все равно у каждой группы людей, во-первых, в каждой семьи есть свои ценности, да? У каждой субэтнической или этнической группы, которые населяют Украину, есть свои ценности, есть свои как бы понятия о добре, зле, о ценностях, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но должны быть общие маркеры и общие ценности. Только они делают нацию. И тут один из маркеров должен быть вот как очень четкий маркер. Крым наш, и это вот у Скрипина там. Крым наш. Все, если ты говоришь, так кто знает, может быть все, ты не наш. То есть я считаю нашим того, кто считает Крым наш. И скажи мне, чей Крим? Да, і я скажу, ти є українцем, ну, мається на увазі як українцем, як політичної нації. Ти громадянин України, или ты там присоседил? Вот если Владимир Зеленский, вот он напрямую обращаясь вот в голову этих людей, не самых патриотичных, там, ни волонтеров, ни людей, которые там жизнь готовы отдать, грубо говоря, говорит им, мы ребенка потеряли, у нас дети в заложниках, да?
И им это, ну вот через, конечно, месседж хороший детский, да, что Очень им это хороший. доходит, да? Мужчинам или там женщинам тоже доходит. Всех взбодрились, да? Да. И он и говорит это как раз, мы-то и так все понимаем, грубо говоря, люди, вот ты на Майдане был, там, волонтеры, там. Нам с тобой доказывать Да ничего не надо. да? А он доказывает той части, может, это которая... плюс, а не минус, что вот он ту вот часть долучает, и тут уже понятно, чей Крым. Он же, хотя не назвал Россию, но тут уже ответ Крым чей. Совершенно верно, совершенно верно. То есть он замыкает их на Украину. Потому что даже сейчас сейчас мы были с оппонентами, ну, скажем, во всяком случае, я был оппонентом там Зеленскому, пока он не стал президентом. Сейчас мы попутчики, хотя бы потому он хочет быть успешным президентом. Я хочу, чтобы президент Украины был успешным, потому что успешная будет Украина. И в данном случае он понимает политически, его главный оппонент, скажем, особенно на юге и юго-востоке, это оппозиционный платформа за життя, ну, медведчуковцы, да, и понятно, что они, тут теперь спор, кто главный миротворец, да, и поэтому вот этот месседж вброшенный, что у нас не просто украли что-то там с огорода, это не мешок картошки, детей. Это страшнее. То есть мешок картошки можно простить, детей нет. И это как раз, это расширение, ну скажем, мягкое расширение границ электоральной базы даже, да, вот если говорить там с точки зрения политики. Хотя бы ментального патриотизма, да? Хотя бы, то есть мы их, а тут я еще бурячки пасю, да, то есть мы зарезервировали за собой еще людей, для которых это больно. И тут ход, я же говорю, ход гениальный в данном случае был, да. А вот говорят, опять же, что те люди, которые вот в очень большом количестве, там, от 50 до 100 тысяч называют всего людей, да, которые были на марше защитников Украины, действительно колоссальная сила цельная, сила самоорганизовывающаяся, сила такая, спокойная сила, я бы сказал, такая мирная сила. Такая, да. И многие аналитики говорят, что вот это да, ну и понятно, что это вот Зеленскому красные линии они должны очертить и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И даже в период выборов, конечно, было, что это вообще противоположные и враждебные друг другу силы. Вот популист Зеленский и люди вот реально с войны, они ну как-то никак... Картинка и реальность. Да, картинка и реальность, да. И вот мы получили президента Зеленского, актера, шоумена, неизвестного в стране человека, который сейчас должен стать известным в любом случае, кто он такой, как человек, ну без этого никак. Вот кто на самом деле главный враг политический Зеленского? Вот что я не уверен, что люди, которые были на этом ветеранском марше, да, что они враги Зеленского. Мне кажется, почему-то другие. Главный враг окружения. Смотрите, волей-неволей Зеленский сейчас он получил театр. Помните, я говорил, он поначалу был инструментом политики, сейчас он субъект политики. И он, я думаю, что понял уже и давно понял, что самый главный бренд сейчас даже не деньги, а вот именно его узнаваемость и вера в него людей. Ну, потому что вот подтверждение, что депутаты люди избрали просто потому, что они от него. Это его, архангелы, ты чьих будешь, да, и получается, что Зеленский, ну, если в ключе уже говорить в концертно-театральном, да, то есть он получил театр, где раньше он был, в этом театре он выступал, только был главным, он был всего лишь лучшим первым артистом, примой, да, был, но были суфлеры другие, сценаристы, постановщики, и главный режиссер был другой, да, вот, Игорь Валерьевич, то сейчас он директор этого театра. Да, есть сценаристы, да, есть постановщики с именами, да, есть, они не хотят, чтобы их имена на афишах писали, и такие имеют право на это, да. Вот, они, может быть, что-то пишут, и что-то с суфлерской будки там несколько человек нашептывает, но он знает, что он директор театра. Хорошо. Но его сейчас могут подставить легко. Смотри, вот простой вопрос. Тоже зрители пишут, спрашивают, и у меня такой же вопрос есть. Как сложится отношение Зеленского и Коломойского? Я думаю, будет конфликт. Быстро, не быстро? А мы его увидим вот сейчас. То есть будет назначен пример удобный
скажем, Зеленскому, и который устраивает наших союзников. Но я думаю, Владимир Александрович понимает, что нам против России самим, пуп стаканом стане, як кажуть в Украине. Которые устраивают западных партнеров. Скажем так, да, которые, во всяком случае, нам добра желают и не хотят, чтобы тут опять же взяло верх олигархическое окружение. И если станет все-таки человек, которого хочет Зеленский, который будет удобен ему, а ему удобен тот, кто будет декорации переносить, потому что главный актер он и директор театра. То есть надо уважительно относиться к нему и как к директору, и как к актеру. Декорации носить, где-то подтанцовывать, но надо все равно. Мы увидим это в ближайшие дни, но я думаю, что конфликт неизбежен. И кто победит? Трудно сказать, но хотелось бы верить, что Владимир Александрович победит, потому что тогда он будет править, в хорошем смысле слова, да, он будет двигаться в сторону тех, кого считают сейчас главными оппонентами. И может быть у нас такая штука, как говорится, что те, кто голосовали, скажем так, не за Зеленского, будут его через 2-3 года его партнерами, если он откачует в эту сторону. Потому что против него играет не только олигархат, а против него играют еще ожидания украинцев. А 3 главных ожидания: конец войны, снижение тарифов и подвищение зарплат и пенсий, все 3 мечты неосуществимы в ближайшей перспективе. Потому что наш народ, увы, не может согласиться, что зарплата может увеличиваться на 10-15% в год, а не в 10 раз. Потому что все хотят, чтобы пенсия сейчас минимальная была не 1650, а, например, 1010. Не столько же, только евро. Или так, да. Виктор, давайте про врагов продолжим. Да. Богдан друг или враг политически? Я думаю, Богдан попутчик. Все почему-то думают, это человек, говорит, что он, человек Коломойского, да, представлен смотрящим, чтобы Нет, там кстати, по моим данным, именно он, а не Коломойский, был человеком, который первый поверил в Зеленского. Это случилось в мае прошлого года. Тогда Коломойский вообще и верить в его шансы даже и не планировал. Может быть. Я бы сам хотел, у меня нет информации, кто же директор этого проекта. Я, может быть, неправильно спросил, но политически он друг Зеленскому или политически он враг, то есть человек, который в перспективе может навредить? Я просто как пророк. Еще раз говорю, что Богдан попутчик. На данном этапе их цели и убеждения могут совпадать. Но как далеко? Потому что мы не знаем действительных мотивов Богдана. Да? Андрей пришел делать здесь славу или деньги? Точно и с уверенностью могу сказать, что Владимира Александровича не интересуют деньги как таковые. Его интересует слава. Он ждет аплодисментов, поэтому он хочет быть успешным. Это хорошо? Это очень хорошо для Украины. Он хочет. Но против Владимира Александровича играет его некомпетентность и его окружение, которое, опять же, взято ниоткуда. Эти люди пришли ниоткуда, звать их никак. Хотя там есть несколько сильных профессионалов, во всяком случае, я нескольких знаю, сильных, да, которые и, возможно, пришли, и уверен, что несколько людей, которые пришли, як вони кажуть, робити зміни. Но смотри, все равно то, что не хватает профессионалов, то, что в спешке составлялось, очевидно, это список депутатов, да, Верховную Раду, то, что мы видим и кадровый голод, они об этом и говорят открыто, да, и не ожидают такого количества мандатов. Это как раз говорит против твоей первоначальной версии о том, что заранее готовился Зеленский. Мне кажется, он и не верил в свою победу. В какой-то момент, может быть, он поверил. Зеленский, возможно, и не готовился, и не знал. Кто-то готовился и знал. Я, опять же, еще раз подчеркиваю мою тезу. Зеленский с инструмента политики стал субъектом политики. Я думаю, что в новогоднюю ночь. Когда он сказал, я иду в президенты. Может быть, чуть раньше, когда он начал воспринимать, что он идет.
но вот в новогоднюю ночь он стал субъектом политики, а уже точно, когда увидели первые его рейтинги, когда он в конце января уже видно было, что он хоп и на первом месте. Виктор, спасибо тебе за эту версию, потому что я, когда говорил о выборах вот, предстоящих тогда еще, я говорил, что украинцы хотят Деда Мороза. Ну ведь, видимо, Да. Заметь, вот большинство из слуг народа, когда цокались в Новый год шампанским, да, я имею в виду большинство ныне убранных депутатов, да, большинство из них думали, там, вот чтобы мне попался хороший класс, чтобы хорошие фотографии были, чтобы хорошо было все у 95-го квартала. Никто из них не цокнулся, ну, наступного Нового року в Верховній Раді. Ни у кого из 254 в мечтах не было. Вообще, Может, так странно, что да? Вот, в принципе, мы привыкли из литературы, там, из своей жизни думать так, что человек ставит цель, человек к ней идет, а там уж получается, не получается, настойчивость, усидчивость, таланты, там, обстоятельства, все что угодно, враги, друзья, да? А здесь, мне кажется, ну, наверное, так и есть, что мы видим приход к власти на разных уровнях людей, которые, как нам кажется, со стороны не стремились к этому, но так вышло. Так вышло. Трамп не был готов. Пена, да, Смотри, на волне, Трамп не был готов быть президентом. Да. Об этом это признают его окружение, когда они шли там на выборы, типа, как это, есть такая поговорка, что, ну, хотя пошумим там, да, пошумим. Да. И тоже неплохо, он телеведущий, там рейтинг поднимем и так далее. И тут вдруг президент, и нет людей, ну, вот такая же Точно так была. Макрон. И сейчас этот парад несистемных политиков пойдет по всей планете. Но я вам скажу вот что. Дело в том, что да, это пена, но мы сейчас увидим, что вот 254 человека никому неизвестных зашло, большинство из них также потом опадет и стухнет, и как пена. Ну, она не опадет в копилке олигархов. Но кто-то, да, однозначно. И будут покупать, и покупать недорого поначалу. Ну, вернее, можно купить одного тот, кто отмах даст. Как купить? Всю фракцию каждому занести по 10 тысяч или купить кого-то одного, а он махнет, он скажет: Владимир Александрович просил это решение поддержать. И все быстро нажимают кнопки. Ну, пока они только кнопки нажимать умеют. Ну, опять же, не за всех не будем обобщать, да. Но кто-то из них однозначно вырвется. Да, они случайно, может быть, стали политиками, но я вот тоже студентам говорю в таком случае, ну, смотрите, Великая Французская революция, и Наполеон был простым поручиком, ну, под Тулоном капитаном был. И тут сразу же в генералы вышел. Он оседлал обстоятельства. И тут обстоятельства, да, просто фортуна улыбнулась этим людям, а не каким-то другим. Слушай, ты сравниваешь Зеленского с Наполеоном. Ну, он играл Наполеона. Но я имею в виду сейчас его окружение, тех из слуг народа, кто сейчас никто, но через 2-3 года мы о них услышим, и они будут делать политику. Еще что я бы хотел сказать, что обязательно надо отметить, что хорошо сделал Зеленский и слуги народа. Они ведь обнулили местных олигархов, которые всегда проходили практически везде. Там, где каждый думал, если у меня есть 100 миллионов, я выкину 2-3, куплю. А тут, хоп, студент взял и умножил его на 0. А что происходит с людьми в тот момент, когда они понимают, что они в полной же? Вот вложив все. Ну, все не все, вряд ли все вложил, но я думаю, что много людей огорчились. Но тут уже лично, как человек умеет воспринимать удар, как он умеет падать. Поэтому надо себя готовить к тому, что если ты идешь в политику, это не навсегда, и тебя когда-то собьют с коня, и будет обидно, что с коня-то позбивали и тех, кого надо было сбить, но очень много сбили тех, кому бы надо быть в депутатах, и надо, слушай, которые толковые, порядочные, и только стали профессионалами, а их я это называю эффект цунами, который сносит все. Да. И тюрьму, и детский приют, да, и бордель, и библиотеку. Да? И вот на этом месте непонятно, что вырастет, в принципе. Это что уж мы построим сами. Я хочу перейти уже там меньше 10 минут до конца к теме, которую мы затронули частично, что независимость для украинцев стала практически абсолютной ценностью. Это, на мой взгляд, неплохо. Вот послушаем, что об этом сказала Ирина Бекешкина, авторитетный социолог, директор фонда «Демократическая инициатива».
Мы время от времени ставим вопрос, что было бы, если бы референдум о независимости Украины проходил сегодня, так как бы вы проголосовали. И надо сказать, что по данным этого года показатель самый высокий. Счет был бы 89% на 11 среди тех, кто определился и собирается идти на референдум. После независимости было очень много разочарования. Если же посмотреть на опрос 2006 года, тогда 70% проголосовали бы за, а 30% против. В 2016 году уже лучше – 87%. И сейчас люди после всех трудностей и вызовов все же считают, что независимость – это ценность, причем абсолютная ценность. Поэтому я думаю, что это результаты выстраданные и результат, который люди уже не отдадут. Ну, вообще эти камни можно в граните, эти слова можно в камне высекать, потому что на самом деле, вот что фантастические цифры на самом деле, учитывая разность, разные люди, кто имеет там паспорт Украины, совершенно разные убеждения, и вдруг такой практически единство, с исключением там каких-то там десятков процентов. Это почему? Война? Что? Да, спасибо Путину. Он помог, условно, не только он, но, собственно, война консолидировала общество. Да, они отобрали Крым. Если бы Крым и Донбасс был у нас и голосовал бы, то мы, может быть, видели чуть-чуть другие результаты, правильно? И у нас и тогда на референдуме хуже всего результат был в Крыму и Луганской области. Другие все равно. Нет, да. Конечно же. Вот. Но, тем не менее, скажем, что делает нацию? Общая история. Если у нас была история общая, опять же, не у всех народов, да, вот у крымско-татарского с русским была очень маленькая и очень непривлекательная история, да. С 1783 года, да, вот кто-то считает непривлекательная история. У украинцев была разная история, в том числе, там были, общая историческая судьба на каком-то отрезке была. Не очень понятная, не очень интересная, да. Вот, и Конотоп, и Голодомор это как бы показывают. Но сейчас мы получили, как говорят многие, там независимость упала на голову, но в 2014 году мы заплатили. Мы наконец-то заплатили за то, что получили бесплатно, но теперь заплатили кровью, заплатили такую цену, что это уже имеет ценность. И для тех, как вот в Сумах у меня на аллее героев, там вообще много-много десятков людей уже, и несколько моих личных друзей, это мой счет уже Путину. И тут уже никакого пафоса нет, а тут есть вот эта спайка. Эта война, хорошо или плохо, но она цементировала нацию. Скажи, пожалуйста, Виктор, назад под Россию украинцев уже не отмотать? Мир. Нет, потому что это уже было ясно даже после первого Майдана, что Путин потерял Украину, хотя и в 2001-2002 году Путин был самым популярным политиком в Украине. И, скажем так, эти же люди сейчас его клянут, которые считали, вот нам бы такого, тогда не Зеленский бы выиграл, а Путин, приехав в Украину в 2001-2002 году, он бы выиграл. Но случилось то, что случилось. Русский мир с нами расстался. Украина никогда, потому что силой удержать 40-миллионную страну невозможно, в этом мире. А переиграть уже в русский мир не переиграется. Хотя попытки будут делать лояльными, и эти попытки, вот именно то, что плохое я увидел, потому что важно, кто выступает, кто поет гимн. Тот, кто был в Крыму и в России, не имеет права на праздники петь гимн. Для меня это важно, потому что это стандарт. Это еще раз, нация, которая много потеряла, должна определить маркеры. И одним из маркеров должно быть: ездил в Россию выступать и в Крым, ты не наш. Ты не считаешь, что Крым это Украина, ты не наш. Маркеры определяют, это как флажки. Вот принцип у человека, вот я обставил себя флажками для того, чтобы потом не думать.
Ну, я уже раз много думал, потом раз решил, и все, поставил маркер, флажок, да, там, жизненные принципы или идеологические, там, я, например, я не бью женщин, я раз и навсегда это решил для себя, и теперь там, да не вы просите, не ударю все равно, правильно? Точно так же маркеры должны быть и у нации, их не должно быть много, но вот это четкий цивилизационный маркер. А не кажется Крым, тебе, что Зеленский... украинский, и он может стать или отдельной областью, или крымско-татарской автономией в составе Украины. Вот, для нас но не это, русской. Для нас это критично важно. Крымско-татарская автономия. Нам. Вы поддержите эту идею? Я ярый сторонник этой идеи. Ну, кстати говоря, администрации президента, представители говорили в этой студии, что это важнейший вопрос, который нужно решить, и что он даст толчок для освобождения Крыма, по крайней мере, определить стратегию спасения земли коренного народа Украины, крымских татар. Так точно. Да. Вы согласны? Да, абсолютно. И мне, конечно, все у вас спрашивают одно и то же. Дайте прогноз. Мне кажется, про погоду спрашивают, нет? Но я С погодой легче. Да, с погодой легче, Да. это точно. Я к старой теме все-таки вернусь, все-таки о Зеленском. Ну, во-первых, что будет с его рейтингом в ближайший год? Рейтинг Зеленского быстро падать не будет. И пусть не обнадеживается тех, кто думает, что он обвалится. Во-первых, у артиста рейтинг устойчивее, чем у политика. Во-вторых, очень много уверовали. В-третьих, очень много, ну, условно назовем их парохоботы, которые говорят там, ну, ты увидишь, он сдуется, ты его сам будешь проклинать. И люди защищаются, ну, у них там, ты дебил, ты за него, чтобы не признать себя дебилом, они будут держаться и придумывать, почему же он хороший долго-долго. Но, тем не менее, он будет сдуваться, и я думаю, через годика 1,5-2 он все-таки сдуется. Ну, процентов до 10-15. Да. Ладно, да. спасибо. Да. Тогда последний вопрос и очень короткий ответ, потому что у нас время подошло к концу. А кто же будет следующим президентом? Это проявится скоро, и это будет президент, который скажет, я порядочнее, чем Вова, и я знаю, как спасти Украину. Но это будет не Зеленский. И важно, чтобы ему поверили. Но это будет не Зеленский. Это будет не Зеленский. Ну, собственно, Зеленский сказал, что он второй срок Ну, не то, может. что он сказал, это такое. Вот. Но мы никогда не верим обещаниям политиков. Может, поэтому Украина не Россия. Да. Спасибо, что смотрели нас. Спасибо Виктору. Спасибо вам. Невероятно интересный собеседник. Вообще просто я очень рад, что Виктор согласился прийти. И напоследок просьба ко всем, кто нас смотрит на разных медиа, на разных площадках. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал АТР. Там и это интервью целиком, и все интервью целиком, и самые интересные куски из всех интервью и из репортажей. У нас очень много интересного. Вы не пожалеете, если нажмете эту кнопку «Подписаться», и к вам будут приходить только интересные новости, и новости независимые, потому что наш канал никому не принадлежит. Спасибо, смотрите АТР, будьте всегда с нами. До скорых встреч, до новых встреч.